От главы с любовью и от чистого сердца всем, кто верит и очень ждет. В порядке живой очереди груженные машины одна за другой выезжают из сортировочного центра. Именно здесь собрана вся помощь, которая уже скоро отправится по адресам. В каждом пакете по 5 килограммов мяса. Еще продукты первой необходимости, различные крупы, подсолнечное масло, чай, финики, сахар и не только. В списках получателей более 4,5 тысяч малоимущих и многодетных семей Ингушетии. Без внимания не оставит и пригородный район. Масштабная благотворительная акция, ставшая уже традиционной, расширяет горизонты и исполняет мечты в самый благословенный для мусульман месяц. В рамках поручения главы республики Мехкса Ахмадиева, так, сегодня 26 марта. Сегодня мы охватываем все муниципальные образования, начиная Малгобек, Малгобекский район, Джайрар, город Карбула, город Сунджа и пригородный район. Плюс сюда попали пожилые социально зависимые Бахканаби, Цантехежба. Они тоже попали. Продуктовый набор относится 10 килограмм муки, 5 литров масла, 2 килограмма сахара, финики, чай и рис. И мясо 5 килограмм. Мехка Сага проходит уже в 6-й раз. Это не просто акция. За годы инициатива стала настоящей поддержкой для сотен семей. Списки расширяются. Особое внимание, конечно, семьям наших защитников Отечества. В сортировочный центр сегодня съехали все главы городов и районов республики. Помощь каждый муниципалитет получает строго поадресно. Все они заранее были сформированы администрациями совместно с имамами мечети. К примеру, для Назрани, согласно запросу, отвели 225 пакетов. Получателей на месте, помощь грузится. В это священное время все стараются совершить как можно больше благих деяний, не исключение, естественно, и работники органов государственной власти. Практически ежедневно в нашей республике по инициативе главы Ингушетии, по инициативе глав муниципальных образований, с помощью меценатов, предпринимателей проводится большое количество благотворительных акций. Сегодня одна из них, очень серьезная помощь будет оказана 255 семьям, проживающим на территории Назрани. Это все 4 округа: Альтийский, Гамурзиевский, Насыркорский, Центральный. Соответственно, списки, они давно сформированы, мы по этим спискам много-много лет работаем. Праздник должен прийти в дом каждого, кто верит и ждет. Помощь получает и Назрановский район. Всего по сельским поселениям раздадут 278 наборов. Как только помощь загрузят, сразу начнут развозить. Сегодня мы на территории Назрановского района будем раздавать мехксах от главы Республики Ингушетии. В первую очередь у нас в списках включены 102 семей призывников, которые у нас в данное время служат в войсках Российской Федерации. В вторую очередь у нас идут малоимущие семьи. Их порядка 178 семей. Тоже будем раздавать мехксах малоимущим семьям. Заполненные машины сразу отправляются в путь. Сотрудники мэрии Назрани будут развозить помощь до самого вечера. Работники разделились на несколько групп, которые поехали раздавать мясо по всем округам города. Продуктовый набор в канун праздника неожиданным подарком стал и для Заремы Богатыревой. Женщина-инвалид 2-й группы. Живет одна в приспособленном помещении. От имени главы республики получает целый набор продуктов первой необходимости. Да, шеста дот мехдей, да, шемяль хияз дот бизде мархи, бotшин да абу боб мехдей да абу боб бизде мог же мяш халчу, сахалчу. Семья Джабраила Аздоева следующая в списке получателей благотворительной помощи в Назрани. Несмотря на нелегкое финансовое положение, отец семьи старается обеспечить всем необходимым своих детей. Как отмечает, Сага получает традиционно. Признается, что такая помощь – огромная поддержка в канун праздника. شون حديك دال ساد ولت واقوى بخلط خذ بوت بير حد بين ما هي بيت وزن ديال
А вот в этой семье дома только дети, которые с огромной благодарностью принимают помощь. Сотрудники администрации Назрани заносят пакеты с мясом и продуктовой помощью прямо в дом. Позади уже больше 20 семей, которым отдали сага. Работа ударными темпами ведется. Сейчас во всех округах специалисты развозят по адресам необходимые продукты, выделенное мясо. С нами вы сейчас тоже в Центральном округе проехали несколько адресов. Эта работа будет продолжаться до последнего адреса, до последней помощи нашим людям. Соответственно, как закончим, так и завершим работу. Сейчас все в самом разгаре по всем округам. Сегодня каждый из них приготовит вкусный ужин. Все они соберутся вместе на ифтар, разделят дни прекрасного праздника Рамадан вместе. Ведь самое главное – милость Всевышнего, благодаря которой никто не остался без поддержки в этот священный для каждого из нас месяц. Рина Цичоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.